прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомним? Понедельник, 6 октября. Центр власти. Рамзан Кадыров принял участие в открытии правительственного комплекса. Грозному 207. Поздравляю Днем города всех жителей, всех гостей, туристов и Чеченскую республику народ. Глава принял участие в торжественном мероприятии ко Дню города. Народные гуляния. Жителей города Грозный, Чеченской республики, желаем вам здоровья, дальнейших успехов. В центре чеченской столицы состоялись масштабные празднования. Стиль войнахский, 5 блоков стилизованных под башни и площадь 66 тысяч квадратных метров. В Грозном свои двери распахнул новый правительственный комплекс. На церемонии открытия Рамзан Кадыров подчеркнул, что комплекс объединит ключевые органы республиканской власти. Какие министерства займут свои кабинеты в этом центре власти, в репортаже Медины Мударовой. Первым делом прозвучали гимны Российской Федерации и Чеченской Республики в исполнении оркестра 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения в Грозном. На такой позитивной ноте состоялось открытие правительственного комплекса. Посетил мероприятие руководитель субъекта Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Он станет центром управления республикой, отметил градоначальник Хасмагомед Кадыров. Под одной крышей объединятся все органы исполнительной власти для более эффективной и слаженной работы. Огромную финансовую поддержку в возведении, а это 10 миллиардов рублей, оказал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За этим грандиозным проектом стоит не только архитектурный замысел, но и огромная работа. Возведение комплекса стало возможным благодаря региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, да примет Аллах его шагаду. Фонд под руководством Аймани Несеевны, вложившийся в строительство около 10 миллиардов рублей, продолжает великое дело, которое начал Ахмат Хаджи, дело возрождения и процветания нашей родной земли. Именно первый президент заложил основу нашего мирного развития. И этот проект – прямое продолжение его курса, воплощение его любви и преданности Родине. Здесь под одной крышей объединятся все органы исполнительной власти, чтобы их работа стала еще более эффективной, слаженной и открытой для каждого жителя. Это место, где будут трудиться люди, посвятившие себя служению нашему народу. Масштабные проекты, преображающие Грозный, будь то новый район имени президента, результат вашего титанического труда. Ваши усилия и стремления к совершенству заслуживают особого уважения. Ранее министерства были разбросаны по разным районам города, что создавало определенные неудобства. Теперь же новый правительственный комплекс объединит их под одной крышей, что значительно упростит взаимодействие, подчеркнул Рамзан Кадыров. Возведение объекта шло в сжатые сроки. Несмотря на опасения, работы были своевременно завершены. В этом большая заслуга мэра Грозного, говорит руководитель региона. Очвахинц халахва министер ведомств таскисанец хацаордон. Очвах председатель правительства администрации, все вице-премьеры и министерство Талмет Тахарюшу. Из Нахандон, Атахарду, Якачад, Лиха, Биш, Боч, правительство Саудобство, Чинер, из как раз дон, новый район, не слушает, и да, как вы окадона, Хасмаве, поручение, да, келл правительство, 5 октября, каждый, долдир, дойти бош, а садя дойти бош, да, Хасмаве, снова, ша, масарил лучше выдахай, но да, сумбаркал дерез, глала, хока, мелакчен, астан Хасмаве, на, Иса. В
своей приветственной речи председатель правительства Чеченской Республики подчеркнул заслугу главы в реализации проекта, а его открытие – важное достижение на пути, намеченном первым президентом Чеченской Республики Ахматом Хаджи Кадыровым. Магомед Даудов также поблагодарил сотрудников администрации, работавших в годы восстановления региона, подчеркнув, что республика прошла огромный путь. В завершение он заверил, правительство приложит все усилия для оправдания доверия. Хочется вспомнить и отдать дан глубокого уважения сотрудникам администрации Чеченской Республики, которые в самые трудные годы под руководством Ахмада Хаджи восстанавливали регион. В нашей памяти навсегда остался трагический теракт в Доме правительства, унесший жизни многих достойных сыновей и дочерей нашего народа. С тех пор республика прошла колоссальный путь к устойчивому развитию и быстрым темпам восстановления. Благодаря Рамзану Ахматовичу реализуются проекты, которые превратили Чеченскую Республику в современный и динамично развивающийся субъект России. Наша столица стала культурным, молодежным и спортивным центром, местом, где проходят масштабные мероприятия федерального и международного значения. Главным инициатором и идейным вдохновителем всего этого титанического труда является достойный сын великого Ахмада Хаджи, лидер и гордость чеченского народа Рамзан Ахматович Кадыров. Наступила приятная часть мероприятия. Рамзану Кадырову было присвоено высшее звание Герой Чеченской Республики с вручением медали «Золотая звезда». Награду передал премьер-министр региона Магомед Даудов. Я, будучи исполняющим обязанности главы Чеченской Республики, по инициативе всей команды великого Ахмада Хаджи подписал указ о присвоении Рамзану Ахматовичу Кадырову высшего звания Герой Чеченской Республики с вручением медали «Золотая звезда» Героя Чеченской Республики. Прошу зачитать указ. Присваивается высшее звание Героя Чеченской Республики, медали «Золотая звезда» Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики. На этом сюрпризы не закончились. Главе Чеченской Республики также подарили меч первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Премьер-министр подчеркнул, что меч прошел через экспертизы и его подлинность подтверждена. شيقام قيل عرضه شديونا تان ليش ديني حدا كان دوي وين مثلا يوتش خزة شيخ منصور والخان بين وبويسخر والخان وقري خلزام تي إن شينا ها دال ديق الول دال غاز وتقوبل دول ودوحر ديال باتش أحمد حج يحل غاويل وين دريك قام سنتي عاقوتنا ويتغن لير إرسي ديني حقاتنا وين مقا أدا تغنا وين وقعوش ويزام نحوش إيش زام تيج شيدين قول لي دعقوتنا دال ديغ الول أحمد عجين أولي دعقوتنا قوينخ وينوقع وش نوخشي قوينخ دنيا نشوال ددوار ويمحك دا ويليرمي ويوش رمزان عج أوغا أس مسيري ديونا وأحمد عجي كمان دي صرخ دق ديغ الوع دال ديغ الولع دال دقوا ولع رمزان عج دا دكي دوش قوما ولعون دال إرسيا واغر ولعون دال تيش ميناق وستيل ولعون يعرجون غيامرت ملخ للولع ديون رمزان عج حبور بنسا او اشتا اسماء الله وي مسانا خاخوش صع بخلا ووش مسو كوكاز امام خلا ايش زامت اي انشنا مسو كوكاز قامنش حلقه بالخلو ويا امام شيخ منصور ديون حبور بنس رمزان عج او مسيري صرخه استيع دقو بوخ بنا مسو كيبر ديونا بوخلخ سير شيخ منصور تحينست دق دول اكسبرتيز شيتن مسو اغور ديونا اتشاردين بيقل بقدوش مفتي ناديون ستيع دول عرب ويوز ديون حقنجي ديشا ديشيتن ديونا عبور بنس اوغا شيخ منصور خل تورخ من دالور دار ديون تانا دينس 1789 экспертиза واش وداسيسكي ديونا экспертиза полностью ديون خلر مسو ما ديون تجاردنا экспертиза دي عديت دكتور دوادو شيخ منصور حالات دكتور حالات دوكم دوين
Перерезав красную ленту, собравшиеся совершили дуа и осмотрели новый комплекс. Здания построены в войнахском стиле. 3 основных блока стилизованы под жилые башни, а по краям возвышаются 2 сторожевые. В центральном корпусе 14 этажей, боковые по 10. На территории также построена мечеть, способная вместить около 1000 человек. Сами кабинеты оснащены современным оборудованием и новой мебелью. Мы тебя ловбара, وين هذا انا من التأسي ودويت اشتغل Кабинет просторный, мебель, чего-то. Самое главное, видео. Воодушевляться, держишь свой текст. Здесь также разместились 3 современных зала – большой, малый и брифинг-зал. Здесь будут проходить заседания и совещания на самом высоком уровне. Хорош брифинг. Машаллах, машаллах. والله ده ساوي شو قلت لا ينفع تكنيسيا اللي هتصير احتيها وجه اسمه عايد يا وان تبرة انت هتصير شو هذا يا صادق بالعلامة تقي كي قزار شو بيون كي قزار شو ترناس يولد زمان شو حقته من بول ده بوينتر شادرجي أمد هذه الأرض والله بيصير عندها حاجة بيتها. В беседе с журналистами Рамзан Кадыров признался, что был приятно удивлен своевременному завершению строительства комплекса и еще раз отметил безупречную работу Хасмагомеда Кадырова. На сегодняшний день регион активно строится, возводятся многочисленные современные комплексы. Все это лишь капля в море планов по развитию Чеченской Республики. Цели грандиозные, признается Рамзан Ахматович. К слову, 5 октября насыщено праздниками. Первым его и горожан поздравил президент России Владимир Путин. Мы построили новое правительство, но за короткий срок. Я благодарен мэру города Грозного, это его заслуга. Я очень доволен, сам впечатлен. За короткое время такой шедевр построили. Рамзан Ахматович, сегодня очень много поздравлений приходит и лично вам. Расскажите, пожалуйста, кто уже вас поздравил, позвонил? Меня поздравил в первую очередь, хочу сказать, президент. И он сказал всем передать приветствие. И поздравил он День молодежи, День учителя и День города Грозного. И в том числе меня тоже поздравил. Рамзан Ахматович, вы за этот год совершили какое-то огромное количество инспекций, проверок по городу Грозный. Я все это наблюдал. Почему вот вы уделяете этому такое большое внимание? На самом деле, мы взяли такой объем работы. Республика строилась 8,5 миллионов квадратного жилья. Нам больше надо было находиться на тех участках, которые должны были закончить до 5-7. Поэтому я выходил, свои корректировки делал. И так получилось, что сегодня мы открываем и с удовольствием приглашаем гостей, туристов в такие объекты. Рамзан Ахматович, Грозный расширяется, возвышается, каждый день открываются новые объекты. Какова конечная цель? Каким вы видите окончательно Грозный будущее? На самом деле, еще мы не начали. Только если мы должны были подняться на 100 этажей, мы сделали только первый шаг. На первую ступеньку мы только поднялись. Еще есть куда идти. И мы сделаем так, чтобы действительно город Грозный стал молодежным центром всего Кавказа. Ну а это сердце правительственного комплекса, зал совещания на 57 мест. Именно здесь теперь будут обсуждаться важные вопросы, определяться приоритеты развития республики и приниматься ключевые решения.
Комплекс оснащен всеми современными условиями для эффективной работы. Среди ведомств, которые продолжат свою работу уже в новом здании, и Министерство финансов региона. Его руководитель Султан Тагаев высоко оценил правительственный комплекс. Министерство финансов – это орган, который взаимодействует, начиная от муниципальных образований, заканчивая всеми органами исполнительной власти, которые находятся в бюджете, в процессе бюджетирования и в процессе непрерывного диалога с органами власти всех уровней. Это, на мой взгляд, улучшит качество взаимодействия, улучшит возможность. Как вы знаете, Министерство финансов – это орган, который должен иметь свою платежную систему, платежную инфраструктуру. Вот новое здание позволяет нас, мы сейчас находимся на стадии проектирования, размещения платежных систем, платежных комплексов, которые будут располагаться в очень удобных, просторных помещениях. Новое правительство станет мозговым центром республики, местом, где будут приниматься судьбоносные решения, направленные на благополучие каждого жителя Чеченской республики. Медина Мударова, Хусейн Муртаханов, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Вести Чеченская республика». Во дворце торжества имени Дагуна Амаева отметили День Грозного. На мероприятии собрались мэры разных городов. Со сцены звучали теплые слова о Грозном, городе, ставшем символом Возрождения. В своем выступлении Рамзан Кадыров отметил значение единства и преемственности поколений для достижения успехов. Мне поручил президент поздравить всех вас с Днем города, Днем учителя, День молодежи, передать слова искреннюю благодарность за то, что мы делаем. Он все видит и ценит. Я передаю вам от него и выполняю его поручение. وين دو وين دحر عضي لوشان واللي وال ناوستوش دحر شيسات تجويز كره جرزي الواج شيسات تجوش تودون نحبوش تون приказуш последний тюасун роте адам приказон угнич о проекцию не халдон шиесат тегош то цель командир дон Ruslan Alhanov ватин Алхуавелдон надюл дервей тахан вей хил болшкол навасти орган исполнительной власти законодательства дон эдл болшка вайн довериёш شاشتون شين باقي تحاربوش دبغيت نابودون عمل عشت راز قبضول شين يقضون بوصل دينتي بيغمر سنة تي زمارتون بوستابيستان دون شادريجي يشتغل ديزل وعد يندر طبعا وي صبلنا بوختي عدن حضور شو طبعا وي باقي قيمة شبه الحمد لله بعد يشتوي ناقشوا سودون Грозный столица нашей республики. Я поздравляю Днем города всех жителей, всех гостей дон, туристов дон и Чеченскую дон республику народ даст. Церемония сопровождалась концертной программой. Торжество не обошлось и без вручения высоких государственных наград. Указами президента страны, главы региона отмечены представители республиканской власти. Те, кто не смог присутствовать лично, передали поздравления и приглашения Рамзану Кадырову. Среди них не только представители России, но и лидеры различных государств. Целеустремленным и принципиальным человеком. Пример тому ваша деятельность на посту главы Чеченской Республики. Умение трудиться с полной самоотдачей, стремление улучшить жизнь людей помогает вам осуществлять преобразования в самых разных сферах, добиваться результатов. Сегодня в регионе много делается для привлечения инвестиций, развития промышленности, модернизации транспорта и спортивной инфраструктуры. Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия. Глава Чеченской Республики передал бойцам в зоне СВО очередную единицу трофейной военной техники. Это тяжелая бронемашина американского производства «Кугуар», состоящая на вооружении ряда стран НАТО. Техника была захвачена у противника в ходе штурма его позиции. Бронемашина передана руководителю Российского университета спецназа Байбетру Вайханову и в ближайшее время вновь вернется на линию боевого соприкосновения, но уже на стороне наших войск. Турецкий, кирпи, турецкий. За остальные. Шабеки богодер. Чешский он, чешский трофейный. Все государства помогают, не стесняются, но он говорит, что Россия не соблюдает там
правил. Запад, Европа воюют против нас, но мы забираем потихоньку территории, идем вперед, ни шагу назад. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. Расширенную версию мероприятия ко Дню Грозного во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева смотрите в нашем эфире сегодня. Продолжаем. На празднование 207-летия чеченской столицы прибыли официальные делегации из разных регионов России. Программа визита стартовала с посещения мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Гости возложили цветы к мемориальной плите первого президента. После для них провели экскурсию в музее, в ходе которой рассказали о жизни лидера народа и его вкладе в возрождение региона. Официальное открытие Дня города состоялось у стеллы «Город воинской славы». Собравшимся зачитали приветственное слово от мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова. Также гости возложили цветы, а оркестр исполнил гимны страны и республики. Мы помним те дни, когда вместо детского смеха на улице был слышен гул снаряда. Он прошел через страшные испытания, которые оставили раны в сердце каждого из нас. В самые темные дни именно наш народ, проявив невероятную стойкость, нашел в себе силы выбрать жизнь и мир. Во главе этого пути встал настоящий герой, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Да примет Аллах его шахаду. Он не побоялся встать на защиту своего народа и ценой собственной жизни положил начало нашему мирному будущему. Его дело мира и созидания с честью и мужеством продолжил сын, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Под его руководством из руин поднялись не только дома и улицы, но и самое главное – надежда, вера в наших сердцах. Мы видим результаты этого труда каждый день. Это новые школы и больницы, это чистые парки и проспекты, это уверенность в завтрашнем дне. Городу Грозному было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Город Грозный – город-воин, город труженик. Но основное богатство города – это его жители. Благодаря самоотверженному труду которых он, как птица Феникс, восстал из пепла и превратился в один из самых красивейших городов не только на Северном Кавказе, но и Российской Федерации. Я уже 10-й раз присутствую в городе Грозный на дне города, и каждый раз все удивляюсь, как грибы после дождя вырастают новые объекты. Город Грозный стремительно развивается. В центре Грозного развернулась праздничная ярмарка ко Дню города. Гости смогли посетить мастер-классы, осмотреть выставку ремесленных изделий и насладиться национальными танцами. Особой популярностью пользовались угощения. О яркой атмосфере праздника репортаж Саиды Гакашевой. На центральной площади проходит праздничная гастрономическая ярмарка, приуроченная ко дню рождения города Грозного. На ярмарке представлены кухни различных национальностей. Посетители могут познакомиться с национальными продуктами и попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Жители Грозного искренне поздравляют родной город с его днем. В их словах любовь, уважение и гордость за историю и современное развитие Грозного. Этот день не просто праздник, а символ единства, мира и процветания. Сегодня у нас очень красивый, радостный, яркий праздник – День города. Мы сегодня, как участники этого праздника, хотим поздравить с этим дорогим для нас всех праздником, пожелать всем доброго здоровья, успехов в дальнейших добрых, хороших делах, чтобы наш город цвел, процветал. Особый интерес у гостей вызывают столы, где представлены не только продукты и кулинарные угощения, но и различные предметы народного искусства, декоративно-прикладного творчества и ремесел. Люблю историю, и мне больше всего нравятся исторические композиции, орудия труда, посуда, вот как бы там сосуды и так далее. Что касается национальных блюд, я сегодня пока еще ничего не попробовал нового для себя, это еще все впереди. Так что будем продолжать приезжать к вам в гости и радоваться вашим успехам. Также свою продукцию представляют местные рестораны, где гости ярмарки могут попробовать лучшие позиции из их меню. В том числе изысканные угощения от ресторана «Бенефис», который угощает гостей своими фирменными блюдами, отражающими богатство кавказской кухни и авторский подход. Сегодня у нас из основных блюд представлена стерлядь. Она у нас фарширована тигрованными креветками, вялеными томатами и сыром чеддер. Дальше у нас представлены перепелки. Перепелки приготовлены
способом сювид и обжаренный на еловых веточек. Дальше у нас представлено пельмени по-царски с осетриной и с пумой с пармезаном. Далее мы представляем котлеты из камчатского краба с тигровой креветкой. Хумус у нас идет с вялеными томатами, артишоками и запеченным перцем. Также у нас есть блюдо из телячьего языка и перечным соусом. Уважаемые гости и жители Грозного, мы вас всегда рады видеть за нашим шатром, за нашим рестораном. Приходите к нам, отведайте наши вкусные, красивые блюда. Посетители с восторгом отзываются о подаваемых блюдах, отмечая насыщенный вкус, красивую подачу и атмосферу гостеприимства. Спасибо персоналу. Очень хорошие люди, очень обслуживание хорошее. Мы где только не были здесь, но нам больше всех понравился ресторан «Бенефис». Праздничная атмосфера, ароматная еда и культурное разнообразие – все это делает гастрономическую ярмарку одним из ярких событий дня. Для гостей мероприятия подготовлен еще и праздничный концерт. На сцене выступают местные творческие коллективы и исполнители. Зрители наслаждаются национальными мелодиями и современными музыкальными композициями. Празднование 207-летия Грозного стало по-настоящему душевным и масштабным событием. Этот день объединил горожан, гостей столицы и всех, кто с любовью относится к своему городу. Саида Гакашева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Оттачивать мастерство в вольной борьбе, дзюдо и рукопашном бое в комфортных условиях теперь смогут жители Гвардейска. В селе распахнул свои двери новый спортивный комплекс. Объект – идеальное место и для проведения соревнований высокого уровня. Знаменательным событием жителей поздравил секретарь Совбеза Адам Кадыров. О том, как развивается спорт в Натеричном муниципалитете, в репортаже Ахмеда Рамазанова. Современный зал для занятий единоборствами теперь доступен жителям села Гвардейское. Новый спорткомплекс «Дустум» распахнул свои двери для всех любителей активного образа жизни. Объект построил чемпион UFC Хамзат Чимаев. На церемонию открытия приехал начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Он поблагодарил Хамзата Чимаева и выразил уверенность, что из этого зала выйдут множество молодых чемпионов. Также Адама Кадырова наградили званием «Почетный гражданин Натеричного муниципального района». Решение Советом депутатов Натеричного муниципального района награждается почетный гражданин Натеричного муниципального района Кадыров Адам Рамзанович. После перерезания красной ленты Адам Кадыров вместе со спортсменами осмотрели комплекс изнутри. В комплексе «Дустум» будут функционировать такие виды спортивных секций, как вольная борьба, дзюдо и рукопашный бой, и рассчитан на 240 человек. Здесь могут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители, дети, молодежь и взрослые. В спорткомплексе есть все необходимое для воспитания здоровой молодежи, начиная от раздевалок и душевой, заканчивая современным спортивным инвентарем. Ахмед Рамазанов, Саид Эми Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Шилковской район и Мелитополь стали городами-побратимами. В администрации Шилковского района состоялось торжественное подписание соглашения об установлении побратимских связей с городским округом Мелитополь Запорожской области. Документ подписали глава администрации Шилковского района Альберт Бугаев и глава администрации городского округа Мелитополь Сергей Золотарев. В церемонии принял участие куратор муниципалитета, начальник госавтоинспекции Идрис Черхигов.
Будем работать вместе, сообщать друг другу, помогать друг другу. Некоторые людей вы уже знаете, сами лично, кто присутствует там. И любое время, если нужна будет наша помощь, поддержка, мы готовы. Спасибо, что приехали в Чеченскую республику, навестили нас. Скоро мы тоже приедем. Цель установления отношений, укрепление дружественных связей между регионами, содействие обмену опытом и создание новых возможностей для сотрудничества. Ожидание – это развитие культурного наследия, спортивного, туристического и плодотворной работы между нашими двумя территориями. Огромное спасибо за радушный прием, за подписание соглашения. Я думаю, наши две территории, наши две страны, родины, будем так говорить, они объединятся и будут идти только вперед. И дружба между нашими народами крепкая и надежная. 113 спортсменов, 3 страны и 900 прыжков. В Гудермесе проходят 2 масштабных события. Международные соревнования по точности приземления и финал Кубка России по купольному пилотированию. О том, когда состоится церемония награждения, в репортаже Лейлы Муртазовой. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе продолжаются масштабные состязания по парашютному спорту. Турнир объединил международные соревнования, приуроченные к 73-летию главы государства, и финал Кубка России памяти Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для них задействованы 2 воздушных судна, с которых уже совершено около 900 прыжков. За звание сильнейших здесь борются 113 спортсменов из 27 регионов страны, а также лучшие атлеты Белоруссии и Казахстана. Спортсмены соревнуются в дисциплинах точности, приземления и купольного пилотирования, в многоборье, дальности, точности и скорости. Все соревнования очень важны для парашютиста. Соревнования, которые сейчас проходят в Чечне, они завершают сезон. Все подошли с максимальным уровнем мастерства к ним. Соперники здесь очень сильные, здесь сильная, очень большая конкуренция. Приехали гости к нам из Беларуси, из Казахстана. Тоже соперничаем с ними, пытаемся составлять конкуренцию. Все действия происходят на территории Центра парашютной подготовки Good Sky, в котором имеются необходимые условия от аэродинамической трубы до современной дроп-зоны. Отметим, что в Российском университете спецназа ежегодно проходит данное состязание высочайшего уровня организации, начиная от подготовки площадки до приема участников. На самом высоком уровне, благодаря главе Чеченской Республики, у нас создана вся инфраструктура, все условия для проведения чемпионатов, сборов, тренировок на территории Российского университета спецназа. С каждым годом спортсмены, которые желают участвовать в чемпионате, в сборах, их растет. И это очень хорошо, потому что этот спорт прямо заманивает, завораживает. И почему идет такой рост? Потому что у нас по всем площадкам России, если взять, то данная площадка, она позволяет по погодным условиям, то есть начиная с раннего периода, это с апреля до упора середины декабря, тренироваться на этой площадке. Напомним, что соревнования стартовали с 2 октября. Организаторами традиционно выступили Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Российский университет спецназа, Федерация парашютного спорта России, Центр Good Sky и Министерство спорта Чеченской Республики. Соревнования завершатся 7 октября, где будут объявлены победители и подведены итоги. А пока спортсмены продолжают покорять небо и испытывать свои возможности. Здесь каждый прыжок становится маленьким рекордом. Лейла Муртазова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Авайнаха в социальных платформах.